Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. В эти дни миллионы верующих мусульман по всему миру устремились в один город, в священную Мекку. И именно туда на протяжении многих столетий мусульмане совершают хадж, главное духовное событие в жизни каждого верующего мусульманина — паломничество в священную Мекку. Хадж является одним из столпов, одним из 5 столпов ислама, то есть одним из главных религиозных обязанностей. И его должен совершить хотя бы раз в жизни каждый, у кого есть на это возможность. Манистата алейхи сабили, как говорится в Коране, для тех, кто сможет осилить дорогу к дому Бога. Хадж проходит в 12-й последний месяц по лунному календарю, в месяц Зуль-Хиджа, и совершается по определенным правилам. Поездка к священной Каабе, в священную Мекку, это не просто туристическая поездка, это не просто посещение тех мест, которые дороги к сердцу каждого верующего человека, но это целый комплексный обряд. Во время этого обряда паломники 7 раз обходят вокруг священной Каабы, 7 раз бегают между холмами Ас-Сафа и Марва, пьют священную воду Замзам, едут в долину Муздалифа, Мина, стоят у подножия горы Арафат, побивают и выполняют символический обряд побития камнями сатаны и шайтана, бреют головы или подстригают свои волосы. То есть это такой целостный, глубокий обряд, который выполняется шаг за шагом, когда каждый паломник в нужное время должен оказаться в нужном месте. И для того, чтобы описать все эти обряды, конечно, одной программы нам не хватит. Но мы можем сегодня поговорить о каких-то таких глубоких смыслах, которые несет с собой паломничество в Мекку. Прежде всего стоит отметить, что в обряде хаджа сходятся 3 так называемых харама, то есть 3 священных ипостаси в жизни человека. Первое – это время. Хадж проходит в одном из священных, запретных, заповедных месяцев в исламе, о которых говорится в священном Коране, и в течение которых еще издревле арабы налагали сами на себя ограничения, делая жизнь более привлекательной, более комфортной для всех окружающих людей. И месяц, в который совершается хадж, он как раз и относится к одному из таких священных месяцев. Второй харам, вторая священная ипостась, связана с местом совершения хаджа. Паломники устремляются к священной Каабе, которая окружена, территория вокруг которой называется также харам, запретный, Масджидуль-Харам, запретная мечеть или заповедная мечеть. Имеется в виду, что на этой территории нельзя совершать многое из того, что мы совершаем в обычной жизни. Человек здесь отрекается от всего мирского и погружается в богомыслие, погружается в молитвы созерцания той истины, которую Всевышний Аллах открыл в Священном Коране и в традиции нашего благословенного пророка. В этом смысле русское слово «храм», оно очень близко по значению с этим словом «харам». То есть это заповедное место, то, где человек предает себя мыслям о Боге, о Всевышнем Творце. Третья священная ипостась связана с состоянием самого паломника. Ибо все паломники, они облачаются в специальную одежду, именуемую ихрам. То есть это тоже однокоренное слово со словом «харам». И входит в такое состояние ихрам, то есть имеется в виду, что весь мир становится для меня запретным, весь мир становится для меня харамом. То есть человек входит в состояние отрешенности, когда он на несколько дней отрекается от обычных мирских радостей, отрекается от посторонних разговоров, от каких-то светских услад и полностью сосредотачивается на молитве, сосредотачивается на внутреннем созерцании великой истины. Вот эти 3 харама, 3 отрешенности, 3 заповедных ипостаси в жизни человека сходятся воедино. И именно это сопровождает паломничество каждого из верующих. Люди в этот момент переживают очень глубокие состояния. И не случайно, когда человек входит в это состояние отрешенности во время заповедного месяца и на заповедной земле, то многие переживают самую настоящую трансформацию своего сознания. Возвращаясь, многие паломники отказываются от различных ошибок, которые они совершали до этого, отказываются от тех неверных
поступков, которые мы обычно совершаем. То есть человек начинает жить более осознанно и более ответственно. Равнодушным паломничество не оставляет никого. Кульминацией хаджа становится обряд, именуемый как «стояние у подножия горы Арафат». Здесь на протяжении целого дня паломники стоят под палящими лучами солнца, молятся, прославляют единого Творца и говорят: «Вот я перед Тобой, о Боже, вот я перед Тобой». Именно во время стояния у горы Арафат кристаллизуются все самые глубокие смыслы хаджа, которые помогают людям по возвращении трансформировать и изменить свою жизнь. Во-первых, это идея равенства. Когда мы в одних одеждах, произнося единые слова, говорим: «Боже, вот я перед Тобой», мы в этот момент отбрасываем все наши социальные различия, отбрасываем все наши социальные достижения, и мы в едином порыве, будучи одинаковыми, стоим перед лицом Всевышнего Творца. Вторая идея, которая заложена в этом обряде и в самом хадже, это идея осознания конечности своего бытия. Потому что ту одежду, которую одевают паломники, одежду их храма, она по сути собой представляет облачение, в которое заворачивают усопшего во время похоронного обряда. А сам хадж внешне, когда люди на одной площади собираются одновременно, напоминает судный день. И смысл этого всего в том, чтобы человек осознал конечность своего бытия. Потому что часто мы понимаем, что мы все понимаем, что мы умрем. Но то, что именно умру конкретно я, мы об этом забываем. И здесь человек понимает, что его жизнь конечна, что он должен жить ответственно и осознанно. И в этом смысле осознание своей смерти, осознание своей конечности, оно дает началу нашей жизни, потому что мы начинаем жить активно, осознанно, ценя каждое мгновение каждого дня в своей жизни. И третий смысл, который является собой хадж, и особенно стоянию горы Арафат, это идея единства и солидарности мусульман всего мира. Потому что люди сопереживают своим единоверцам, которые отправились в священную землю. И когда люди стоят у подножия горы Арафат, мусульмане по всему миру соблюдают пост, как бы поддерживая и находясь в том духовном порыве, в котором находятся паломники. Хадж – это действительно уникальное событие в жизни каждого верующего человека. По возвращению многие люди целиком и полностью меняют свою жизнь, пересматривают все то, что является содержанием нашей жизни, отказываются от бесполезных вещей и начинают жить более осознанно и более ответственно. И поэтому каждый верующий стремится к тому, чтобы оказаться на Святой Земле. И пусть Всевышний и нашим телезрителям дарует такую возможность, чтобы оказаться среди паломников, среди тех, кто пришел в дом Всевышнего Аллаха.